Всем привет! Сейчас мы рассмотрим инструмент художественный текст. Он предназначен для создания красивых надписей. Это могут быть, например, заголовки, надписи для рекламных вывесок, также любые одиночные надписи, например, подпись и так далее. Он находится на панели инструментов слева, вот здесь. Щелкаем по иконке правой кнопки мыши. И из появившегося окна выбираем художественный текст. Нажимаем левой кнопкой мыши на нужное нам место и начинаем тянуть. И видим, что появляется буква, которая показывает размер текста. Я хочу вот такой вот размер. Пишем здесь художественный текст. Здесь мы можем создать строку. Так вот. И так. Как и инструмент текстовая область, художественный текст позволяет настраивать содержимое текста. Там мы можем поменять шрифт. Для этого тоже обязательно нужно выделить сам текст. Например, поменяем на Comic Sans, допустим. Мы можем добавить тексту курсив или сделать его полужирным. Также мы можем изменять ему размер. Можем также поменять цвет. Также есть функции выравнивания текста. Можем выровнять его по центру, по правому краю, и по ширине. И в отличие от текстовой области, этот инструмент позволяет нам работать с текстом как с каким-нибудь графическим объектом. Например, мы можем увеличить высоту текста или его ширину. Вот на примере это художественный текст, а вот это вот текстовая область. Если мы будем эту область повышать, то она просто будет увеличиваться, область, в которой мы будем печатать текст. А этот текст, он будет как, например, какой-нибудь квадрат изменять свою форму. То есть, видите, квадрат становится выше и становится прямоугольником. Также этот текст тоже, он как бы вытягивается. Или может стать пошире. Так вот. Собственно, как и фигуры какие-нибудь. Естественно, мы можем применить на этот текст, допустим, заливку. Можем сделать градиент. Таким вот цветом. Или добавить этому же тексту прозрачности. Вот так вот. И мы можем этот текст, собственно, видоизменять, например, поворачивать в определенные стороны. Также мы можем его как бы искажать, ставить под другим углом. И еще у нас есть возможность добавления эффектов. Например, размытие или внешняя тень. Вот. Вот такой вот.
Также мы можем добавить ему стили. Это как бы уже приготовленные пресеты эффектов. Так вот. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр.